Ингушские дзюдоисты делают большие успехи. Так, на недавнем чемпионате России среди школьников, который проходил в Орле, воспитанник клуба «Чемпион» взял золото. Ну а на соревнованиях в Абхазии ребята завоевали 16 медалей различного достоинства и первое место в общекомандном зачете. Репортаж Идриса Ижиева. Эти молодые парни вновь оправдали название родного спортклуба «Чемпион». Взять золото на чемпионате России среди школьников – задача сложная. Школа дзюдо в стране сильная, конкуренция большая. Рахим Хамхоев в спорте всего 3 года, но за это время успел завоевать множество призовых мест на различных турнирах. На этот раз воспитанник «Чемпиона» забрал золото в городе Орел, чем обеспечил себе путевку на чемпионат мира по дзюдо среди школьников. Первые схватки, первый, второй, третий, там было полегче, а там зовут финал, и финал немного посложнее. Но готовился, знал, какую ответственность я несу, готовился, физически укреплялся, работал тактически, отрабатываю индивидуальную технику. В ближайшем будущем, конечно, готовлюсь на этот чемпионат мира среди школьников. Буду трудиться на Андере, первыми Яхпачгусу. Второй представитель Ингушетии в Орле Адам Боков оступился всего в шаге от финала. По меркам своего возраста можно смело сказать, что Адам – опытный борец. Приемы он отрабатывает уже 4 года. На турнире он считался фаворитом, да и складывалось все достаточно хорошо до полуфинального поединка. Однако единственная ошибка в конце и стала роковой. Итог – бронза и путевка на чемпионат Европы среди школьников. Сложнее было с волгоградским спортсменом. У нас была схватка за финал. Схватка длилась удачно, но получилось, что я проиграл. Нужно было драться за 3-е место. Я подрался за 3-е место и занял призовое место. Чего тебе не хватило все-таки, чтобы взять первый? Не хватило уверенности. Скажи, вот сейчас на будущее, ты проанализировал ошибки, знаешь, как тебе выступать уже на соревнованиях, на которые ты отобрался? Да, я уже проанализировал свои ошибки, и я готовлюсь к официальному старту. Всего воспитанники школы дзюдо Яндари представляли нашу республику на 2 турнирах. Помимо чемпионата России среди школьников, молодые дзюдоисты отлично выступили на международных соревнованиях в Абхазии, где по итогу завоевали 16 медалей разных достоинств. На этом турнире у нас выступали 22 человека в разных весовых категориях, в разных возрастных категориях. Выступили ребята очень даже хорошо. Заняли 5 первых, 5 вторых и 6 третьих. В общекомандном зачете наша школа стала первой. Помимо соревнований мы посмотрели достопримечательности Абхазии, наборолись там. После соревнований ребята остались на 5-дневное набаривание, там наборолись. В общем, ребята отдохнувшие такие, приехали домой. Сейчас можем работать на все 100. Помощь в организации поездки на международные соревнования оказана Министерством спорта Ингушетии и меценатом. По итогу воспитанники и тренерский штаб полностью оправдали все надежды руководства. Я хочу отметить работу наших тренеров, которые выступили очень грамотно. Хороший результат показали всем нам. У нас 16 призовых мест на Кубке Абхазии. С чем я хотел бы их поздравить и поблагодарить за хорошо проделанную работу. Очень грамотно подошли к своей работе, показали хороший результат, хорошую мотивацию для будущего поколения. Будем работать в таком же направлении и будем показывать хороший результат. В связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса многие соревнования отменяют или переносят на неопределенный срок. Ребятам придется заниматься на свежем воздухе или дома. Судя по настроям молодых спортсменов, тренироваться они не прекратят и продолжат совершенствовать свои навыки. Идрис Ижиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.